Подробнее о состоянии банка крови на республиканской станции переливания нам расскажет сегодняшний наш гость, главный врач республиканской станции переливания крови Макка Тумгоева. Макка Саидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, какой банк крови на сегодняшний день имеется на станции переливания? В настоящее время банк крови нуждается в пополнении наших запасов. Мы нуждаемся во всех группах крови. На это отразилось то, что только прошел месяц Рамадан. Ежегодно мы чувствуем именно в этот месяц у нас идет тенденция к снижению доноров крови. Но это объяснимо тем, что люди держат пост. И тем не менее, конечно, к нам многие приходят в месяц Рамадан, и только прошли праздничные выходные. Но, к сожалению, ни в месяц Рамадан, ни в праздничные дни больные остаются больными, и они, как правило, поступают и нуждаются в переливании крови нуждаются. Поэтому мы уже широко так освещаем и в социальных сетях, что мы нуждаемся во всех группах крови. И вот у нас так получилось, что сейчас запущена такая федеральная донорская акция, приуроченная уже к Национальному дню донора крови. Собственно говоря, то, что вот сегодня уже старт у нас акции в нашем регионе уже дан. Сегодня уже первая акция прошла. Макка Саидовна, а какая группа крови наиболее востребована? Где чувствуется такая нехватка? Наиболее востребованная группа крови – это вторая резус положительная и первая резус положительная. Объясню почему. Потому что в популяции носителей второй и первой положительной группы крови их больше. Соответственно, и больных больше. А так, конечно, более остро мы начинаем нуждаться в отрицательных группах крови, когда появляются больные. Это очень редко четвертая отрицательная группа, не менее редко третья отрицательная группа крови, ну и, соответственно, другие группы. Но, в принципе, когда появляется много больных, ощутимость, то, что нехватка компонентов крови, это бывает часто такое у нас на станции, но, тем не менее, нам помогают и такие донорские акции, и наши штатные доноры, которые нам никогда не отказывают. Но всегда нужно понимать, что компонент донорской крови – это человеческий ресурс, и, в принципе, люди тоже ограничены в сдаче компонентов крови. То есть мужчина один раз в 2 месяца, женщина один раз в 3 месяца. Поэтому привлечение, популяризация донорства для нас она всегда очень актуальна. А насколько охотно люди идут сдавать кровь? Те, которые имеют желание сдать кровь, совершить такую благую миссию, идут охотно всегда. И на наш зов их идут охотно всегда, и на выездах. Но есть какие-то, не то чтобы уже отрицательная сторона отношения к донорству, есть определенный страх. Это объяснимо, это понятно. Но я заметила, последние годы нам легче уже рассказывать про донорство, привлекать донорство. И даже более молодые лица, они больше настроены положительно к донорству крови. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть там тенденция к снижению донорства крови. Мы заготавливаем столько, сколько нам нужно. То есть потребность региона мы полностью удовлетворяем. Да, я повторюсь, есть у нас моменты, когда бывает острая нехватка компонентов крови, но она от нас не зависит. Это какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, экстренность, внештатные ситуации, но мы справляемся и всегда обеспечиваем больных. А как часто проводятся донорские акции, и кто больше всего принимает участие? Студенты, молодежь или же люди? Вы знаете, донорские акции у нас, в принципе, вся работа построена на донорских акциях. Уже много лет и федерального уровня, и регионального уровня. Мы каждый год отрабатываем те или иные тематические донорские акции. В основном, конечно, молодежь идет, но, тем не менее, у нас охват, даже по статистике, если смотреть, это от 24 до 45 лет, и преимущественно мужчины у нас привлекаются к донорству, и больше показывает статистика, что вот такой вот возрастной ценз у нас идет на станции. А что нужно сделать, чтобы принять участие в донорской акции? Где и когда они проходят вообще? Донорские акции мы предварительно всегда оповещаем, какие акции у нас проводятся. Мы сами работаем с организациями, с ведомствами, обязательно информируем о том или ином мероприятии. А так принимать участие могут граждане Российской Федерации от 18 лет, лица, которые не имеют противопоказаний. Если говорить в общем, какие противопоказания, это вирусные заболевания, в частности гепатит Б, С,
венерологические заболевания, ВИЧ-инфицированные или же носители ВИЧ-инфекции, и те, которые перенесли какие-то хронические тяжелые заболевания, онкологические заболевания, оперативное вмешательство. Это в общем. А так, в основном, конечно, лучше к нам прийти с паспортом, с документом, удостоверяющим личность, и мы уже на месте разбираемся. Врач-трансфузиолог, врачи осматривают, делают предварительные анализы, какие необходимо, и уже решается вопрос о допуске к донации. А перед сдачей крови какие правила нужно соблюсти? Обязательно для нас нужно соблюдение определенных правил. Это соблюдение диеты, это обязательно здоровый сон перед донацией, желательно водная нагрузка, то есть употребление жидкости побольше. И уже к нам, перед тем, как к нам прийти, только хлебобулочные изделия и вот такой вот питьевой режим. Категорически нельзя жирное, жареное, кто любит вот с утра обычно употреблять. Но я могу смело сказать, вот последние годы мы работаем со своими донорами, и в основном в этом у нас есть такой положительный результат. Если года 2 назад достаточно тяжело нам было донести до такую информацию, что нужно соблюдать, сейчас уже наши доноры приходят, уже знают все сами. Мака Саидовна, благодарю за интервью. Спасибо.